8 декабря. Пирамида. Объект недвижимости стоимостью 100 миллионов рублей впечатляет своими масштабами. На территории свыше 17 тысяч квадратных метров, а это почти 2 гектара земли, расположены 14 зданий. Территория огорожена, освещена и даже заасфальтирована. 15-16 цех бар инде. Даже обувной цех болды. Тери эшкәртү цехы болды. Швейный цех. Мына зданиенең яртысын швейный цех алып тора иде. Лимонад цехы. Лимонад цехы. Бер кеше кулында буны сельхозтехника калды инде бер кеше кулына. Безнең бүтән эшләгән хезмәтләребез, ниләребез менә бөтенесе юкка чыкты. Это было достоянием народа, объект всесоюзной стройки. Каждый из этих людей на предприятии «Балтасинская сельхозтехника» проработал десятки лет. Это именно то предприятие, что сейчас выставлено на продажу. Когда-то «Балтасинская сельхозтехника» гремела на весь Союз. 600 человек рабочих. Все объекты были возведены их руками. Сегодня старожилы вспоминают, что заливали асфальтом вот эти самые дороги по ночам и строили для своих сотрудников бесплатное жилье. У сельхозтехники были даже свои фермы и дома отдыха. Каждый руководитель советской закалки заботился о людях, а не о собственном благосостоянии. Обидно проходить мимо сельхозтехники и видеть, что весь труд моего отца, там других руководителей, он просто пропал. Понимаете, просто вот обидно. Сергей Иван Иванович мой был папа, управляющим сельхозтехники. Как вы думаете, вот он, глядя вот на это все, что бы он перевернулся бы в гробу, я вам честно говорю. Вот этот завод по производству железобетонных изделий акционеры общества, в основном это были жители Балтасинского района, построили уже после перестройки. После того, как заказов на ремонт сельхозтехники стало приходить все меньше, они решили переориентировать свой бизнес и начали производить бетон. И говорят, что дело пошло. В начале 90-х Балтасинская сельхозтехника становится акционерным обществом. Рабочим предлагают выкупить все акции предприятия, чтобы каждый из них имел свою долю. Однако ни один собственник в итоге не смог реализовать свое право на собственность и получить дивиденды. Как же такое могло произойти? Сначала на предприятии произошла смена руководства. Нового директора, согласно уставу акционерного общества, должны были выбирать сами акционеры. Но в управленческий процесс, по словам бывших сотрудников, тогда вмешалось бывшее руководство Балтасинского района. Директор был не выбран, а, как говорится в этом случае, назначен сверху. В 2001 году бывший глава Балтасинского района Марат Зарипов поручил управление предприятием своему свату Рафаэлю Габдрахманову. Сын Габдрахманова был женат на дочери главы. Эту информацию о тесных семейных связях между главой района и новым руководителем в принципе никто и не скрывал. Деятельность нового директора началась с массового увольнения работников предприятия. Из 600 человек буквально за 3 года осталось 3-4 работника. Дальше больше. За эти же 3 года процветающее хозяйство становится банкротом. 2000 елда безнең 15 миллион алып төләнмәде. Шушы алып төләнмәгәч, пине алалар, штраф салалар. Яңадан 15 миллион шушы пине белән штраф җыелды. И нәтиҗәдә 30 миллион безнең уже дәүләткә бутта биразы булып күренә башлады. По словам бывшего председателя правкома предприятия Табриса Абдрахманова, трудовой коллектив боролся до последнего. Работники даже обращались к главе района с криком о помощи, но все было тщетно. Дәүләт тарафыннан шушы оешмаларны банкротка чыгармас өчен реструктуризация дигән нәрсә чыгардылар. Безнең хуҗалар аңа кергә риза булмадылар. Монда күренеп тора, ничек булса да банкротка чыгару мәсьәләсе, һәм банкротка чыгаргач оешманы үзләренә электр мәсьәләсен максат итеп куйдылар алар. В 2004 году арбитражный суд признает предприятие банкротом. Согласно законодательству, при продаже имущества вырученные деньги в первую очередь должны пойти на оплату долга перед кредиторами. Остатки же делятся потом между акционерами. На тот момент Балтасинская сельхозтехника должна была выплатить государству 30 миллионов рублей. Это долги и пени перед налоговой и пенсионным фондом. Работники предприятия были уверены, что многомиллионное хозяйство конкурсный управляющий сможет выгодно реализовать. Ведь речь шла о предприятии, где были сосредоточены десятки заводов с дорогостоящим оборудованием и богатой инфраструктурой. Однако все имущество, нажитое силами трудового коллектива, конкурсный управляющий по неизвестным причинам смог продать только за 6 миллионов рублей. На торги, как ни странно, заявился только один человек. В итоге эти 6 миллионов рублей не смогли покрыть долг перед государством, и акционерам, соответственно, от продажи имущества ничего не досталось. Нәрсә диләр? Туганнарыгызга кала,
Үзегез пенсия чыкканда балаларга шундай эшләячәк дип эшләдек. Менә балаларга да шул, үзебезгә дә юк. В итоге новым владельцем обанкротившегося предприятия становится, и как вы думаете, кто? Тот же самый бывший директор Балтасинской сельхозтехники, сват главы района Марата Зарипова Рафаэль Габдрахманов. Всего за 6 миллионов рублей он становится владельцем многомиллионного состояния, созданного трудом тысячи жителей Балтасинского района. Бесконечный беспредел. И обидно, что кто-то нажился. Хотя бы вот простым, вот всем, вот здесь народ собрался, хотя бы какие-то людям хоть дивиденды бы выплачивали, хотя бы какую-то совесть должен народ иметь. Вот нынешний управляющий, который сейчас работает, он палец о палец не ударил для этого предприятия. А посмотрите, как пользуется. А вот он и сам потенциальный миллионер. Наш разговор с Рафаэлем Габдрахмановым проходил за закрытыми дверями. Для него вся эта темная история не иначе как сказка с таким благополучным для него самого концом. Все карты крыты. Балтасинская сельхозтехника – банкрот, предприятие, которое ныне уже не существует в природе. Но у людей до сих пор остались весьма обоснованные вопросы. Почему назначение Рафаэля Габдрахманова прошло без согласования с трудовым коллективом, акционерами предприятия? Почему Габдрахманов не платил налоги, несмотря на то, что компания работала успешно? Как многомиллионное предприятие продали всего за 6 миллионов рублей? И чьи интересы в этом случае были учтены? Сегодня Рафаэль Габдрахманов, по-видимому, пытается сорвать последний куш и оборвать все концы, чтобы не осталось ни у кого никаких претензий. И для полного завершения такой удачной бизнес-карьеры ему будет достаточно и 100 миллионов рублей. Ведь именно за такую сумму Рафаэль Габдрахманов и выставил объект на продажу. 100 миллионга саталар да инде. Шул 100 миллионны сельхозтехникада кемнең күпме акциясы бар, шул акциялар буенча дивиденд итеп бирәләр инде. Юк, акция буенча син оннут инде, беттин ул акциялар. Ну, кеше бит барыбер кешенең бит үпкәсе калды. Үпкәсе калгандыр. Минем районда гына шулай булды, что ли? Бу бит республика буенча шулай булды. В случае же удачной реализации это можно будет назвать сделкой века для Балтасинского района. Но и в этом случае акционерам ничего не светит. Вот и вся экономика. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Болгар-радиусы при поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век», ТНВ «Планета», телеканала «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. 6-ю церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдыз». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида.